Үтө күнүнен билген минехеха сахатылынтуынан кепсем. На сегодняшний день наиболее ранним свидетельством проникновения тюркоязычных групп на Лену является самая северная в мире древнетюркская надпись, найденная у села Петровского всего лишь в 200 километрах от города Якутска. Якутский язык сахатыла относится к тюркской группе языков, однако занимает в ней обособленное положение. Взаимопонимание между носителями якутского и других тюркских языков практически отсутствует. Ближайшим его родственником является долганский, который, правда, иногда рассматривается в качестве не отдельного языка, а диалекта. Кроме того, якутский язык лежит на перекрестке трех языковых семей алтайской группы – тюркской, монгольской и тунгусо-маньчжурской. Народ Саха, раньше всех отделившись от других тюркских народов, дошел до реки Лены на северо-востоке Сибири, а по пути с юга на север контактировал с монгольскими и тунгусо-маньчжурскими племенами. В результате в якутском языке произошли значительные изменения фонетического облика многих общетюркских слов. Лексика якутского языка состоит из 4 пластов – тюркизмов, монголизмов, слов тунгусо-маньчжурского происхождения, русизмов. Якутский язык является наряду с русским одним из государственных языков Республики Саха-Якутия. Саха-якуты – уникальный тюркоязычный народ, сумевший в условиях вечной мерзлоты развить производящее хозяйство. Но длинные холодные зимы закалили не только тело, но и дух народа. У Саха причудливым образом расцвело народное творчество, люди бережно сохранили в своих сказаниях и в своем древнем языке знания, завещанные предками. Философский и одновременно изысканный поэтический эпос народа Саха под названием «Аланхо» с 2005 года признан ЮНЕСКО шедевром мирового культурного наследия. Аланхо – древнейшее эпическое искусство якутов, занимает центральное место в системе якутского фольклора. Термин «Аланхо» обозначает как эпическую традицию в целом, так и название отдельных сказаний. Основное его содержание – героические подвиги богатырей во благо племени Аи-Аймага и Уранхай-Саха, поэтому сказания называются по имени главного героя. Аланхо генетически близко к сказаниям тюрко-монгольских народов Сибири. В мифах, легендах и преданиях интерпретированы основные вехи древней истории якутского этноса. В них заметны элементы раннего представления человека об окружающем мире, отражены этические нормы поведения и житейские правила. Длина Аланхо в среднем составляет 10 тысяч, 15 тысяч стихотворных строк, исполняются народными сказителями аланхасутами. Путем контаминации различных сюжетов якутские аланхасуты в прошлом создавали еще более крупные аланхо, но не остались незаписанными. Талант сказителя должен отличаться многогранностью. Помимо актерского и певческого мастерства, сказители должны обладать даром импровизации и ораторским искусством. Аланхо исполняется без музыкального сопровождения. Речи персонажей поются для каждого в особой тональности, остальной текст сказывается говорком. По словам аланхасутов, самые крупные аланхо пелись в течение 7 суток. Нюргун-Ботур стремительный, наиболее известный из якутских аланхо, состоит из 36 тысяч стихотворных строк. Якутский язык используется преимущественно в быту и общественной жизни среди якутов. Также якутским, как языком межэтнического общения, в Якутии владеют эвены, эвенки, юкагиры, долганы и русское старожильческое население. Якутский язык применяется на территории республики в делопроизводстве. Проводятся культурно-массовые мероприятия, издаются печатные материалы, книги, газеты, журналы, ведется радиовещание, также существуют телевизионные программы и интернет-ресурсы на якутском языке. Репертуар драматического и музыкального театра города Якутска, а также многочисленных сельских домов культуры и клубов представлен постановками главным образом на якутском языке. Существуют творческие союзы якутских писателей, композиторов.
В 1917 году студент Петроградского университета Семен Андреевич Новгородов составил якутский алфавит на основе международного фонетического алфавита. В этом алфавите не было заглавных букв, диакритических знаков и знаков препинания, что, по мнению Новгородова, должно было сделать алфавит более удобным для быстрого письма. Письменность Новгородова должна была быть строго фонетической, как слышится, так и пишется. После ряда дискуссий этот алфавит был принят на официальном уровне, и на нем началось централизованное издание книг и газет, обучение в школах. В 1929 году этот алфавит был реформирован. Во второй половине 30-х годов начался процесс перевода письменностей народов СССР на кириллицу. В 1938 году началась подготовка создания и якутского кириллического алфавита. В разработке проекта приняли участие сотрудники Якутского научно-исследовательского института языка и культуры, а также ученые из Ленинграда. 23 марта 1939 года указом Народного комиссара просвещения СССР новый якутский алфавит был утвержден. Современный якутский алфавит содержит 40 букв, из которых 33 знака представляют собой буквы русского алфавита, а остальные 7 букв введены дополнительно для обозначения специфических звуков якутского языка. В современном якутском языке имеется 20 гласных фонем. Для их обозначения употребляется 8 букв. Первые 6 из них произносятся почти как соответствующие гласные русского языка. Для правильного произношения остальных гласных необходимо учитывать следующее. Гласный «ü». Для правильной его артикуляции язык должен находиться в таком же положении, как при гласном «и», но губы вытянуты, как при звуке «у». «Ü», «үле», «üs», «üt», «küs». Гласный «э». При артикуляции данного звука язык должен находиться как при «э», а губы как при звуке «о». Көр, көт, төбе. По длительности звучания якутские гласные делятся на краткие и долгие. Долгие гласные произносятся протяжно, примерно в 2 раза длиннее кратких. Бар, бар, ат, ат, кус, кус. Кроме этого, в якутском языке имеется еще 4 дифтонга, которые обозначаются 2 разными гласными буквами. Е, Ю, Э, О. Для правильного произношения дифтонгов необходимо иметь в виду следующее. Дифтонг Е. Дифтонг этот напоминает собой русский гласный в таких словах, как мел, пел, сел. Однако в начале его звук «и» слышится более четко, чем у гласного «е» в указанных словах. Е. Бер, бес, се. Дифтонг «ё» напоминает собой русский гласный, произносимый в словах «лед», «мед», «рев». Если вы научились правильно произносить гласный «ü», то старайтесь после него сразу переходить к гласному «э». «Үе», «үерех», «көль». Дифтонг «г» на слух походит на русский гласный «е», произносимый в таких случаях, как целый цех. В конце дифтонга слышится очень краткий элемент «а», «г», «кэй», «т», «тел», «тес». Дифтонг «о» походит на русский гласный, произносимый в таких словах, как «бор», «кот», «мой», «сон», «тон». Однако, если в начале гласного «о» в указанных словах слышится краткий элемент «у», то в начале дифтонга элемент «у» произносится четко «о». Бор, сол, тох, ол. По способу образования гласные делятся на широкие и узкие. По месту образования различают заднего ряда и переднего ряда.
В якутском языке действует закон гармонии гласных, согласно которому в одном и том же слове употребляются гласные только заднего или только переднего ряда. Поэтому один и тот же аффикс, например, аффикс множественного числа «лар», имеет 16 вариантов. В современном якутском языке имеется 20 согласных фонем. Большинство якутских согласных звуков соответствуют русским, но имеется 5 букв, обозначающих специфические звуки. Буквы «д» и «н» обозначают мягкие согласные «д» и «н», как в русских словах «дядя» и «няня». «Де» – «нирей». Чтобы прочесть «н», нужно произнести звук «н» и оттянуть язык назад. Турун. Звук, обозначаемый буквой «х», похож на легкий смех или покашливание. Эхе. Буква «х» означает звонкий вариант щелевого звука «х». Ага. Употребление согласных в якутском языке происходит по определенным правилам. Например, в начале и в конце слова может стоять только один согласный. В середине слова не все согласные могут сочетаться друг с другом. Поэтому при аффиксации часто происходит ассимиляция согласных. Ат – аффикс множественного числа лар. Аттар. Удвоенные согласные произносятся четко, их неправильное произношение может изменить значение слова. Оттон – отон, соттор – сотор. Богатство образного языка должно было рано или поздно обрести современные формы. Первым языковым проектом является Википедия, которая была утверждена ЕСКОМом в мае 2008 года и с тех пор вполне динамично развивается. Вторым стала Викитека. Якутская Википедия, либо Саха-Википедия, Сахалы-Википедия, раздел Википедии на якутском языке, открылась 26 марта 2008 года, содержит 13 071 статью. Якутская Викитека, Сахалы-Викитека, свободная библиотека, проект фонда Викимедиа, имеющий целью создания постоянно пополняемой библиотеки свободно распространяемых текстов. 27 апреля 2020 года компания Яндекс ко дню рождения Республики Саха-Якутия включила якутский язык в сервис Яндекс.Переводчик. Теперь любое якутское слово или фразу можно автоматически перевести на один из 98 языков мира или наоборот узнать, как выражение или слово будет звучать по-якутски. По своему строю якутский язык относится к агглютинативным языкам. Все аффиксы приклеиваются друг к другу справа. Слово, особенно глагол, может иметь несколько суффиксов и окончаний, но не приставок, которые прилепляются в определенном порядке. Сначала словообразующие, затем грамматические. Возьмем, к примеру, глагол «мастаспыттар» и рассмотрим порядок следования его аффиксов. К имени существительному «мас» представлен аффикс для образования глагола «та» – «маста». Далее присоединен аффикс совместно-взаимного залога «с», перед которым долгий гласный всегда теряет долготу – «мастас». Затем идет личное окончание глагола третьего лица прошедшего времени – «пыт» – «мастаспыт». Далее аффикс множественного числа «тар» – «мастаспыттар». Такие глаголы, имеющие подряд несколько аффиксов, обычно соответствуют целым предложениям в русском языке, поэтому глагол в якутском языке – центральная часть речи. Глаголы прошедшего времени изменяются по лицам – минбардым, энбардын, кинебарда. При этом якутские существительные не различаются по родам, поэтому в языке нет согласования в роде уолбарда, кысбарда. Существительное может иметь притяжательный аффикс огом, огон, огото, огобут,
огогут, оголоро. В якутском языке 8 падежей. Из них чаще всего употребляются 4. Основной, дательный, винительный и орудный. Вопросы «где» и «куда» переводятся одинаково – «ханна», и существительные, отвечающие на эти вопросы, также имеют одну и ту же форму – «осколага барда», «осколага юренер». Никаких предлогов в якутском языке нет, а есть послелоги. Они передают значение предлогов и изменяются по падежам «оскола» и «гигер», «оскола» и «гиттен». При этом прилагательные не изменяются ни по числам, ни по падежам «улахан ол», «улахан оголор», «улахан олу». Сказуемое в якутском языке всегда стоит в конце предложения. Уол осколага барда. Дороба, Үтүү күнүнөн. билсең кебихех, мен атым Нюргун, оттонен атын кемей. Мен атым Сардана. Эн қасса астахынай. Мен агыс састаахпын. Оттон эн Мен сетте састахпын. кайыс колага үйренаганы. Айы гатыгар өренебин. Мен агам эми осколага үлелер. Саха тылын үйретерди. Саха тылын урогун мен нахаси билибин. Билген канна бардың. Хомус курухогар жарыктана бардым, оттонен Оттон мен библиотекага книгабин туттара бардым. че көрсүөха дери. Көрсөкка дери. Көрсө хадери, сахатылын үйретің, сахалы саңарың.